Еще одним примером гендерного анализа приведу в сфере здравоохранения. Рабочие группы по внедрению и по проведению анализа с гендерного бюджетирования в Житомирской области была проанализирована областная комплексная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года. И эту программу реализовывал Департамент здравоохранения областной государственной администрации. Программа была утверждена на период с 2011 по 2016 года, и рабочая группа обнаружила, что ни в общей цели, ни в задачах не включали гендерного аспекта. Онкологические заболевания возникают как у мужчин, так и у женщин, но в разном возрасте. Злокачественные новообразования распределены как среди мужчин, так и среди женщин, но с разной локализацией. Онкологические заболевания репродуктивных органов занимают первое место среди локализаций у женщин, тогда как рак органов пищеварения больше всего поражает мужчин. У женщин более высокий процент злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, и это гораздо выше, чем у мужчин, поскольку женщины чаще проходят медицинские осмотры для профессий, в которых в большей степени представлены женщины, например, медицина, образование, пищевая промышленность, службы быта и так далее. Именно в этих сферах характерны обязательные ежегодные медицинские осмотры. В структуре злокачественных новообразований у женщин преобладают визуальные локализации, это молочная железа, кожа, гинекологический рак, которые скорее диагностируются врачом. Их ранняя диагностика не требует дополнительных методов обследования, таких как рентген, эндоскопические методы, УЗИ или КТ. Для мужчин, больных злокачественного новообразования, характерный низкий уровень общей пятилетней выживаемости, чем для женщин, имеющих онкозаболевания. В структуре смертности мужчин, больных злокачественными новообразованием, преобладают нозологии, такие как легкие, ротовая полость, желудок, которые хуже поддаются специализированному лечению. И поскольку у мужчин большего числа при обследовании диагностируются поздние стадии рака. Локализация опухоли может быть связана как с биологическими факторами, например, гормональные изменения, так и с бытовыми. У мужчин курение, злоупотребление алкоголем, рискованное поведение. У женщин это может быть загар, косметика, средства бытовой химии и так далее. Различия в подходах мужчин и женщин к медицинскому лечению и состояние здоровья влияют на профилактику и раннее выявление болезней, а также влияют на продолжительность лечения, его результаты и также финансовые затраты. Кроме того, раннее выявление онкопатологии и своевременное лечение уменьшает риск осложнений и летальности, повышает показатель выживания. Каждая форма локализации онкозаболевания имеет свою стандартную схему лечения и, соответственно, отличается по продолжительности и стоимости каждой формы на разных стадиях. Расходы на лечение рака гортани первой стадии составляют 6400 гривен, тогда как стоимость лечения рака молочной железы четвертой стадии в 10 раз дороже и составляет более 66 тысяч гривен. Невозможно рассчитать различия в затратах на мужчин и женщин. И тот факт, что женщины и мужчины имеют различные локализации опухолей, приводит к тому, что расходы на лечение каждого вида также отличаются. Однако, чтобы лучше понять затраты на лечение женщин и мужчин, следует изучить особые потребности отдельных групп. Также важно рассмотреть и другие факторы, например, эффективность лечения, качество ухода и тому подобное. Это требует проведения более глубокого исследования. Тем не менее, совершенный анализ подтвердил важность раннего выявления опухолей различной локализации у мужчин и женщин, что требует различных мероприятий и подходов к профилактике у женщин и мужчин. Например, маммологические кабинеты для женщин, меры по профилактике онкозаболеваний горла, легких у мужчин и так далее. В условиях ограниченности государственного финансирования
главным стратегическим направлением государственной политики является обеспечение как можно большего охвата лечебной терапии онкобольных, а именно доведение процента охвата с 15-17 до 20-25% за счет оптимизации номенклатуры закупок, достижения экономии бюджетных средств, а также проведения профилактических мероприятий. Следует заметить, что расходы на лечение онкозаболеваний в значительной мере полагаются на самих пациентов. Определенная часть компенсируется за счет вложений членов больничной кассы в Житомирской области. Уменьшение расходов путем гендерно дифференцированной профилактической деятельности снизит уровень заболеваемости онкопатологий и значительно удешевит лечение для областного бюджета, например, пребывание в стационаре. А также для самих пациентов могут профилактические мероприятия и вовремя проведенная диагностика, чтобы лечить болезни на ранних стадиях. И также это будет способствовать повышению продолжительности жизни онкобольных. Поскольку локализация опухолей у женщин и мужчин отличается, то и профилактика и диагностика должны учитывать эту специфику. С этой целью рабочая группа рекомендовала необходимость предусмотреть изменения и обеспечить соответствующее финансирование в мероприятиях областной программы. По мнению рабочей группы, именно учет гендерной специфики поможет повысить и улучшить профилактические мероприятия и выявлять на ранних стадиях это заболевание.